Похищение, пытки и угрозы. Государственный департамент США опубликовал новый доклад о правах человека в Таджикистане. В нем Соединенные Штаты подвергли критике власти Таджикистана за целый ряд нарушений. В частности, Таджикистан называется авторитарным государством, в котором похищение оппозиционеров, пытки задержанных, угрозы активистам и журналистам, а также ограничение свободы слова стали обыденностью. Рахмон ведет себя не как лидер народа, а как его враг, всячески пытаясь оградить свободу населения. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая страна разоблачила деяния президента. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. В США обновился список стран, причастных к систематическим и вопиющим нарушениям религиозных свобод. С заявлением об обновлении состава выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. В списке нарушителей остались Таджикистан, Туркменистан, Китай, Иран и КНДР. Негласный запрет ходить с бородой и носить хиджаб – только одно из множества ограничений религиозных свобод в Таджикистане. В докладе Госдепа достаточно подробно, с конкретными примерами отдельных случаев, рассказано об ограничениях участия в религиозных мероприятиях для женщин и детей. А также Маньяма, Эритрея, Пакистан, Саудовская Аравия. Вместо Нигерии в десятку попала Россия, которая в прошлом году была лишь в составе наблюдаемых. Также на карандаш США взяли Алжир, Коморские острова, Кубу и Никарагуа, а помимо этого талибов и ИГИЛ. Стоит акцентировать внимание, что в заявлении госсекретаря США Майка Помпео не приводится никаких конкретных примеров, ссылок на доклады или любой другой доказательной базы. А вы согласны, что Таджикистан внесли в этот список, или у нас с этим все в порядке? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Отметим, что на основании выводов, сделанных в докладе, госсекретарь США может рекомендовать включить те или иные страны и организации в черный список с последующим введением в их отношении санкций. В 2020-м представители различных сфер общественности Таджикистана откровенно раскритиковали доклад США, отметив, что члены Госдепартамента основываются больше на сомнительных публикациях в СМИ, нежели на исследованиях статистических данных или даже личных визитах в республику. Таджикистана не согласны с приведенными в докладе данными. По словам Общини Мухим, пресс-секретаря Комитета религии страны, документ составлен на основе статей независимых СМИ и не отражает реальное положение дел. Большая часть указанных в нем сведений не соответствует действительности, а закон о свободе вероисповедания в Таджикистане преподнесен под неправильным углом. Как вы думаете, есть ли основания для этих докладов? И как другие страны должны на это влиять? Как вы думаете, или не должны вовсе? Это внутреннее дело страны. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Неоднократно заявляли, что готовы сотрудничать в составлении доклада по свободе вероисповедания в Таджикистане. Этот документ составлен однобоко, без привлечения специалистов нашей страны и независимых экспертов в самом Таджикистане. Мы всегда готовы предоставить открытую и объективную информацию о происходящем. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.